Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Школа здоровья» или «Быть в форме». Начиная с 2000 года в Якутии традиционно празднуется День национального здоровья. По традиции данный праздник отмечается с большим размахом. На протяжении одной недели во всех районах и городах республики проводятся различные спортивные мероприятия и соревнования. Какой получилась эта неделя для подведомственных учреждений, мы узнаем в следующие 14 минут. По указу первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева самый последний выходной день февраля месяца был установлен Днем Национального дня здоровья. В рамках этой недели Национального дня здоровья проводится очень много мероприятий. Наша цель – привлечение населения к систематическим занятиям физкультурой и спортом. Каждое утро праздничной недели проводились занятия по спиральной гимнастике под руководством сертифицированного специалиста и члена Международной ассоциации Суджок Кандаковой Капитолины. Среди большого количества различных методик лечебной гимнастики спиральная занимает особое место благодаря ряду своих уникальных свойств, главной из которых является физиологичность ее выполнения. Все движения делаются плавно, без стресса для органов и тканей. Второй важный момент – эффективное расслабление мышц, а также положительное влияние на суставы за счет последовательной комбинации противоположных скручивающих движений. Благодаря спиральной гимнастике удается не только снять болевые проявления и поправить положение суставов, но и сбалансировать состояние нервной системы, а также укрепить мышечную и сердечно-сосудистую систему. У нас здесь мы занимаемся элейбатори в неделю 2 раза и показываем двигательные практики оздоравливающие. На этом основано все. Спираль у нас на макушке, спирали у нас на кончике пальцев, спираль даже на мышцы сердца. По спирали идет у нас кровь. Даже вот пуля стреляет, пуля идет по спирали. Это такая мощная энергия. И чтобы с утра восстановить, почувствовать свою энергию и свои все внутренние органы, и зарядиться энергией, вот существует на это спиральная гимнастика. Также на протяжении данной недели любители физической активности могли ознакомиться с другим видом оздоровительной гимнастики – тайцзи цюань. Изначально был искусством рукопашного боя, но древние мастера заметили, что изящная и плавная отработка боевых связок благотворно действует на организм. Тайцзи цюань, как более подвижный вид оздоровительной гимнастики, улучшает кровообращение во всех частях тела и органах. Плавные круговые движения мягко прорабатывают суставы, восстанавливая их работоспособность. Особенно тайцзи полезен для связок, для суставов. И в целом, как китайцы говорят, если в вашем теле ци, то есть ваша внутренняя энергия течет беспрерывно и беспрепятственно, то вы совершенно здоровы. Как только случается застой, возникают проблемы со здоровьем. И вот поэтому как раз тайцзи цюань, он предназначен для того, чтобы наша энергия внутренняя, которую китайцы называют ци, она текла беспрепятственно и свободно. Самые яркие примеры – это, конечно, когда человек реабилитируется после инсульта или после обширного инфаркта. Да, есть у нас такие случаи. Улучшается подвижность в суставах, ну и вообще в целом улучшается состояние здоровья. А это уже гимнастика дыхательная, да не простая, а особенная. Гимнастика Стрельниковой представляет собой комплекс упражнений дыхательной системы, основанный на форсированном вдохе через нос. Как выполнять данные упражнения правильно, любителей физической активности обучает заслуженный работник и отличник физической культуры Республики Саха-Якутия Маргарита Куличкина. Несмотря на доступность и простоту, данная методика крайне положительно влияет на здоровье человека. Укрепляет иммунитет, улучшает обмен веществ в организме, стимулирует кровообращение, способствует восстановлению сил после болезни. И это лишь малая часть всего списка преимуществ. По завершению дыхательных упражнений группа берется за суставную гимнастику. Данный ряд упражнений является отличной профилактикой заболеваний суставов, артритов и артрозов. Теперь люди понимают, что надо двигаться. Поэтому я очень рада, что у меня женщин очень много. Есть глухонемые у нас. Но это фактически здоровые люди. Просто глухонемые. Есть и после инсульта. 3-й группы инвалид. Таких много у меня. Есть и у меня женщина одна, вообще еле-еле пришла. Я думаю, так боялась, что она вдруг упадет или что-нибудь с ней случится. А теперь она совершенно другая. На глазах она хорошеет, можно сказать, оздоравливает.
А это самвандонг – искусство медитации в движении. Занятия по данной дисциплине проводит руководитель Якутской ассоциации Суджок Ганя Ким. В самвандонг физические движения гармонично сочетаются с особым способом дыхания и концентрацией сознания, что не только обуславливает высокую эффективность комплекса для поддержания и укрепления здоровья тела, но и дает дополнительные возможности для самосовершенствования и духовного роста. Данные занятия являются мощным антистрессовым фактором, который способствует развитию концентрации, успокаивает ум и тренирует память. Обеспечивая умеренную физическую нагрузку, практика самвандонг оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему, уменьшает застой крови в организме и снижает артериальное давление. Мы в данном методе работаем с вертикальными энергетическими каналами. И если все движения направлены на то, чтобы эти каналы были растянуты, очищены, чтобы энергия свободно двигалась по ним, и это обеспечивает человеку здоровье и гармонию, не только физического тела. Наши слушатели довольно быстро включаются и начинают делать правильно. Если где-то недостатки, обязательно подправляем. Мы так не оставляем, потому что все надо делать правильно. А данная группа под руководством заслуженного тренера Республики Саха-Якутия Аркадия Прокопьева изучает искусство цигун. Это традиционная система оздоровления, древнее китайское учение о саморегуляции организма. Цигун включает в себя практику китайских боевых искусств, медитативную практику и гимнастические упражнения, направленные на освобождение от телесных зажимов и энергетических блоков с помощью успокоения сознания, тела и эмоций. Включает занятия физическое упражнение, но в основном это суставная гимнастика, растяжка, различные вытягивания, для того, чтобы подготовить тело к функционированию внутренней так называемой энергии ЦИ. Далее дыхательная работа, дыхательная гимнастика. Это идет совместное движение, дыхание. И третья составляющая – это работа сознания, работа ума. То есть включает мысленное представление различных или движений, или энергии, представляет собой медитацию. Экстремал-бегун и большой знаток йоги Дмитрий Горохов на протяжении долгих лет проводит утренние зарядки и занятия по йоге. Как все знают, учение йоги многогранно. В каждом направлении ставятся определенные цели, которые должен достичь практикующий йогу. Дмитрий, благодаря огромному опыту в практике различных направлений йоги, в своих занятиях тренирует участников группы, используя упражнения сразу из нескольких направлений. А это Лидия Иванова, мастер спорта по легкой атлетике, инструктор школы 3-го возраста. Лидия обучает всех желающих йоги Айенгара, одному из самых распространенных направлений в йоге, которое доступно для людей любого возраста и физического состояния. Характерной особенностью этого метода является статичное выполнение поз с использованием различных приспособлений. Йога Айенгара имеет терапевтическую направленность. Основное внимание уделяется выполнению статических поз, которые ученики держат на протяжении определенного времени. Скандинавская ходьба – вид физической активности, который набирает все большую популярность в нашей республике. Данная техника позволяет активизировать около 90% всех мышц тела. За счет этого она снижает жировую массу, укрепляет сердце, сосуды и легкие, а также нормализует кровяное давление, снижает уровень холестерина и делает кости более прочными. 2014 года я в Ледовом дворце Лейбота я провожу скандинавскую ходьбу. Ага. И у меня в группе стоит где-то 30, больше 30 человек. Ага. И понедельник, среда, пятница. Это 3 раза в неделю. Чтобы знать скандинавскую ходьбу, именно технику, это там время нужно. Ну, хотя бы неделя. Ага. Потому что есть, которые вообще не занимались. Но кто занимался раньше спортом, кто лыжами занимался, они как-то быстро схватывают. Также в рамках недели, посвященной Национальному дню здоровья в Республиканском шахматно-шашечном центре, были проведены соревнования по настольным играм. Цикл интеллектуальных соревнований открыл городской темпо-турнир по шахматам. Затем были проведены командные чемпионаты по шашкам и шахматам в зачет спартакиады 3-го возраста.
По завершению соревнований был проведен открытый урок по шашкам, в котором приняли участие не только воспитанники центра. Старший инструктор Республиканского шахматно-шашечного центра Иван Павлов обучал группу тактическому мышлению и различным хитростям. Всем давно известно, то, что интеллектуальные виды спорта развивают логическое мышление детей. Да? Занятие групповое, делятся по уровням, начинающие и чуть уже повышенный уровень. Да? У нас так и каждый день кто-нибудь заходит, там родитель, кто-нибудь желающий, там какой-нибудь из Улуса приехал человек, они всегда к нам заходят, смотрят. У нас всегда двери открыты. Помимо мастер-классов и открытых уроков, в эту неделю праздника здоровья проводились и лекции. Например, лекция заведующего учебно-научной лабораторией остеопороза и кандидата медицинских наук Виктора Ипанова о профилактике остеопороза. Это прогрессирующее уменьшение плотности костной ткани, приводящее к уменьшению прочности костей. Это заболевание поражает одновременно все кости скелета, что приводит к риску переломов в самых простых жизненных ситуациях при самых обыденных нагрузках. Заболевание, которое настолько широко распространено, что его называют эпидемией, в какой-то мере даже пандемией, но безмолвный, не проявляется никакими клиническими симптомами, чем и опасно. Проявляется только переломами, к сожалению. Он лечится, но профилактикой надо заниматься, конечно, в раннем возрасте, пока ребенок растет, пока он набирает пиковую костную массу. Потому что, набрав пиковую костную массу, постепенно идет снижение плотности костной ткани. И у женщин старше 50 лет плотность костной ткани теряется ежегодно порядка 1,5–2%. В городе Алдан также прошли различные мероприятия по оздоровлению населения и пропаганды здорового образа жизни. В спортивном комплексе «Энергетик» были проведены мастер-классы по самбо, боксу и ушу, а также соревнования по плаванию и занятия по основам физической подготовки. Наши любители, да, вот, оздоровительных систем занимаются круглогодично. У нас по всей республике, во всех улусах наши энтузиасты работают, с населением, привлекая людей вот через физическую культуру и спорт, привлекая как можно больше людей, заниматься своим здоровьем. Все от человека зависит. Наше здоровье в наших руках. А на этом у нас все. С вами была передача «Школа здоровья» или «Быть в форме» и Влад Сергеев. Занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни и оздоравливайтесь вместе с нами.